Гэтыя маладыя артысты ў звычайным жыцці спяваюць больш для душы, чымсьці для вялікай аўдыторыі. Іх асноўная дзейнасць – інжынерская работа ў беларускім пратэзна-артапедычным аднаўленчым цэнтры. Ствараць сродкі рэабілітацыі для людзей з фізічнымі асаблівасцямі хлопцы пачалі зусім нядаўна. У нас бюро инновационных разработок, молодые специалисты набрали, поэтому стараемся участвовать везде. Мне кажется, как для меня, так это больше, пообщаться все-таки с коллективом. И, вообще это разнообразие, не только работа, но укрепляет не то, что любовь к работе, просто... Командный дух. Да, больше... Разам з беларускім артапедычным цэнтрам у склад удзельнікаў конкурсу агляду ўвайшлі калектывы яшчэ 6 санаторыяў і рэабілітацыйных цэнтраў краіны. Свой добры настрой і беларускую песню прывезлі і супрацоўнікі рэспубліканскага інтэрната ветэранаў вайны і працы, што месціцца ў пасёлку Ждановічы. Мы очень рады, что это именно здесь, в Ясель. Здесь очень красиво, хорошо, замечательная обстановка, замечательная погода, замечательный прием. Мы приехали себя показать и на других посмотреть. Единение коллективов в такой обстановке, оно благоприятно влияет на общую атмосферу. Настроение у нас хорошее, но не знаю, как получится, но мы будем очень стараться. Сердцем я связан с тобою навеки, родный мой край, дорогая Айчина. Инициативу конкурсу огляду в свой час подтримало Министерство працы и социальной обороны. В системе социальной защиты работает более 38 тысяч человек. Это люди очень творческие. Это творчество проявляется не только в работе по отношению к тем людям, на кого направлена забота государства, забота социальной службы. Это пожилые люди, люди с инвалидностью. И именно творчество проявляется в душах людей. Люди талантливые, и мы даем такую возможность людям проявить свои таланты, показать, на что они способны. Добрые люди, тут недалека, добрые люди, с вами так легко. Татьяна Будгусаим, Олеся Зеленко и Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».